В селе Алахадзин специалисты Минсельхоза посетили цитрусовый совхоз «Абхазия», который уже несколько лет находится в аренде у Артема Мукба. Здесь произрастает около 600 корней мандаринов. Артем Мукба написал проект и выиграл тендер на приобретение 300 корней мандаринов сорта Уншиу. Все саженцы принялись, и уже через 2 года они будут плодоносить. Мы остановились на таком варианте посадки, то есть сделать обрезку короткую и подсадить мандарин 300 корней. Это самый оптимальный вариант, я считаю. Было бы больше, я не смог бы это обработать. У нас еще ямы подготавливаются в следующем году. Я тоже хочу участвовать на следующий год. Но программа очень хорошая. Я как ушел на пенсию, мы вот арендовали вот этот сад. Сад был в таком же виде, как напротив. Вот это, видите, заросшие. И благодаря этой программе, там помощи вот, Министерства сельского хозяйства, и потихонечку вот так восстановили сад. 2 года назад в селе Илдза у себя дома семья Жиба открыла цех по производству сухофруктов. Все началось с того, что Милана Жиба по программе ПРООН выиграла тендер на приобретение сушильной камеры. Так она запустила собственное производство. Затем девушка приняла участие в программе Минсельхоза и выиграла тендер на приобретение сушильной камеры конвекционного типа, вакууматора и овощерезки. Теперь в цехе 2 сушильные камеры. В месяц производят около 200 килограмм сухофруктов. Сушат исключительно местную продукцию – хурму, киви, апельсины, яблоки и так далее. Реализуют сухофрукты в местных магазинах. В планах вывести продукцию и на экспорт. Мы сушим исключительно местную продукцию. Мы скупаем фрукты у местных фермеров. У нас свои есть цитрусовые сады. Вот, это вот хурма, киви, яблоко. Летом это инжир, дыня. Российский турист больше заинтересован в такой продукции, так как у местных почти у всех свои сады, аналогичные сухофрукты. Но все же на местном рынке тоже покупают, спрос все же есть. Мне кажется, самое время развивать сельское хозяйство, благо у нас есть огромный потенциал и возможности для того, чтобы развиваться. Это не только сухофрукты, компоты, это и молочная продукция. Мы должны замещать импорт и заполнять полки местной продукции. В поселке Бзыб у семьи Агрба инспекция осмотрела крупный рогатый скот, который семья получила недавно. По словам хозяйки Гунды Айба, решили взять несколько голов скотины по программе Минсельхоза, чтобы улучшить породу имеющихся коров. С каждым годом все мельче становится порода этих коров, и мы хотели их обновить, поэтому взяли эти породистые. Они пока маленькие, наверное, еще 2 года надо, чтобы они дали приплод. Они здоровые, если кормить их, кушают хорошо, пасутся, вот ходят. 3 телочки, 1 бычок и 1 такая уже покрупнее, повзрослее. В селе Мгудзерхо представители Минсельхоза посетили строящееся мини-форелевое хозяйство жителя села Беслана Пабба. Строительные работы близятся к завершению. Они осуществлены силами самого хозяина. А Министерство сельского хозяйства в рамках программы помогло с закупом мальков и корма. Процесс у него практически уже весь завершен. Мальки и корм уже находятся на форелевом хозяйстве в Очимчирах. Как только он запустит воду, запустит объект, все это ему привезут и доставят сюда. И начнет работать уже. Также в селе Мгудзерхо осмотрели скот, переданный сельчанам. Скотина содержится в соответствующих условиях, и состояние ее хорошее, отмечают сами крестьяне. В селе Лыхны также специалисты Минсельхоза посетили хозяйство Нури Гулия, который уже несколько лет занимается животноводством. От Минсельхоза он получил 2 коровы. Хозяин говорит, что надеется на улучшение породы скотины. А в селе Дурипш специалисты Минсельхоза посетили сад, заложенный семьей Ардзенба. На 65 гектарах посажено около 200 корней хурмы сорта «Красный бриллиант». Это один из новейших таких перспективных сортов для нашей республики. И вот по рекомендации Института сельского хозяйства Академии наук мне был рекомендован данный сорт. А сад, который вы видите, был здесь заложен в прошлом году благодаря помощи Министерства сельского хозяйства. Вот общая сумма проекта здесь около 220 тысяч рублей. Из них почти половина была в виде товаров, то есть помощь оказана Министерством сельского хозяйства. Это колючая проволока, это вот колышки и непосредственно саженцы. А тракторные работы мы выполняли самостоятельно. Здесь же в Дурипше в скором времени начнет работать цех по сушке фруктов. По словам хозяина Даура Халваш, изначально он планировал заняться виноделием, но это дело требует больших затрат. У нас не получилось, потому что там оборудование надо было закупать, там побочные эффекты были. Потом решили заняться сухофруктами. Сухофрукты я видел, делаю там в Алахадзе, видел рекламу. И у нас в деревне
Вот, скажем, хурма, около 5000 тонн хурмы производится в районе. И в Дурипше то же самое, некуда девать, продать не можем. И вот решил заняться и написал бизнес-план. Приезжал министр сельского хозяйства, смотрел, и мой проект прошел. Проект стоимостью около 3,5 миллиона. Вот сегодня вот это здесь затрачено 1,5 миллиона на ремонт и 1,5 миллиона ожидаем оборудование должны привезти. Вот как оборудование будет, так начнем работать. Будут рабочие места, около 10 человек можно принять на работу. Будем расширяться, если работа пойдет. Кроме того, специалисты Минсельхоза здесь же в Дурипше осмотрели сад от Гура Хагба. На территории в 1 гектар посажено 500 корней ореха американского сорта «Чандлер». Минсельхоз оказал помощь с закупом саженцев и материала для ограждения. Общая сумма проекта составила 337 тысяч рублей. По завершении инспекционной поездки ее итоги подвел заместитель министра сельского хозяйства Дмитрий Хагуш. Сегодняшней поездкой мы очень довольны, потому что есть уже результаты положительные. Это и в многолетних насаждениях, да, вот то, что были посадки и ореха, и хурмы. Приятно даже посмотреть на то, что люди делают. И большой плюс в этом то, что много людей стало обращаться за помощью, спрашивать, будут ли такие проекты еще. 2022 год мы тоже планируем такой же проект. Заявок у нас очень много, а пока они на стадии рассмотрения. В кратчайшие сроки мы приступим уже на новую программу 2022 года. Министерство сельского хозяйства и дальше намерено помогать сельчанам в реализации их проектов. Совсем скоро будет запущена целевая ведомственная программа развития сельского хозяйства на 2022 год. Аля Катрапш, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.